Ассаламу алейкум варахматуллахи ва баракатуху. Ва алейкум салам. Звук есть? Первый вопрос. Велер, Маршал Хилл. Так, значит, есть. Вот. Хорошо. Так, во-первых, сегодня решил выйти в эфир, и рассказать чуть-чуть о событиях, которые произошли в городе Грозном 21 октября 1999 года. В этот день российские войска, конечно же, по приказу руководства России, обстреляли город Грозный из тактических ракет. Как они называются? Земля. И вот что произошло в этот день. Это центральный базар, как мы называли центральный рынок. Они убили сотни людей, наверное, плохо видно. Сотни людей убили в этот день. Удары были нанесены на центральный рынок и еще по родильному дому в городе Грозном. Да, зеленый базарчик тоже назывался он. И по мечети. В этот день российское руководство убило сотни людей. Этот факт зарегистрирован, есть множество доказательств. И так. В этот день все больницы, в основном 9-я горбольница, была забита ранеными. И как рассказывают сами врачи, у меня даже съемки есть, они были буквально забиты. Коридоры, все в крови. Раненых привозили. И даже сегодня я выставлял видеозапись, где женщина рассказывает, что произошло в этот день на центральном рынке. Так вот, и еще мне хотелось сказать, в этот день российское руководство передает такую информацию, что возможно, произошел взрыв, и чеченцы сами устроили этот взрыв, и чеченцы сами виноваты в том, что погибли чеченцы в городе Грозном. И есть такой, человеком тоже не хочется называть, Михаил Леонтьев, который сказал, удар ракетами по Грозненскому рынку – это не совсем варварская акция, сказал он, что вести о бомбежках и гибели мирных жителей – это самые радостные вести для России. И эти ракеты, я так не буду все об этом говорить. Что за ракеты? Это страшное оружие. У меня сам отец военный, я знаю это. И на учениях все это видел. Они летят сотни километров. И стреляли они из самой России. И на протяжении всей войны они использовали это оружие. Это страшное оружие, стратегическое оружие. И так Россия воевала с мирным населением.
с мирным населением. Далгет, Штольцан, Далдек, Албойлиш. И пусть Аллах помилует всех, кто погиб в этот день и во время этой войны. Их тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч даже. У нас были огромные жертвы. Валикум салам. Ну, я вот смотрю, тоже наблюдаю за вами, что вы пишете. Не забудьте про Шали, центр тоже такой ракетой более 200 убило. Я помню, в Шали сам видел, именно после этих событий я проезжал в Шали, увидел эту картину. Они ударили там бомбами, кассетными бомбами. Вот там такие шарики были, даже не разорвавшиеся. И то же самое уложили мирных жителей. Там стоял, насколько я помню, автомобильный базарчик, такой был базар, где запчасти продавали, насколько я помню. Вот. И в основном вот так российские военные вели уничтожение чеченского народа. Вот это был 99-й год. Это был тот момент, как я и раньше в своем эфире говорил, Путин высказался 2 раза, будучи премьер-министром, что он готов и что он будет воевать с Аллахом. Именно в то время они жестко наносили вот эти жесточайшие удары по скоплениям мирных жителей, убивали мирных жителей. И делалось это для того, чтобы показать, что эта война будет жестокой. И что они не остановятся. Именно для того, чтобы напугать, испугать мирное население. Потом пошли бомбежки Веденского района. Вы помните первые бомбежки Элистенжи, Ведено, где они убили детей. Вот. Это произошло в 99-м году. И мне хотелось бы еще затронуть тут такую тему. У меня появился новый проект под названием «Помним по именам». Так я решил назвать этот проект. И если у вас есть какое-либо другое название, то я буду рад услышать вот идеи, и, возможно, я могу даже назвать по-другому. Так вот, я решил показать вот вам фотографии и рассказать об этом проекте. Ну, например, село Хайбах. Я все фотографии покажу, если хорошо видно. Вот. К примеру, останки людей в селе Хайбах. Вот. Это Хайбах. Тоже останки людей. Вот, кажется, так, да. Были раскопки в селе Хайбах. Вот. Это то, что московская власть делала в 1944 году. И вот то, что я сейчас рассказал, это произошло в 1999 году. И нет никакой разницы в методах вот, убийства чеченского народа. То, что делали раньше, делают и сегодня. Тот же враг, те же самые методы, те же самые призывы. Вот. И вы, наверное, сами помните, как российские политики вот, призывали открыто на своем телевидении примерно
кто там говорил, Александр Рудской, он предлагал сделать из Чечни пустыню Гоби. Или там Жириновский говорил, хороший чеченец, мертвый чеченец. Мол, по Чечне надо нанести ядерный удар. Потом Трошев сказал, это все вот происходит в 1999 году. Потом Трошев говорит, все чеченцы от 10 до 60 лет являются террористами. Александр Невзоров тоже высказался, враги России все, кто выступает против войны в Чечне. Шаманов, он же генерал российской армии, он говорит, жены и дети бандитов, жены и дети бандитов тоже бандиты, сказал он. Вот, вот такие варвары воевали против чеченского народа, И вернусь к этому проекту, как я говорил раньше, который называется, вот, первое рабочее название «Помним по именам». И недавно я отремонтировал один хард-диск, где куча информации, и я распечатал такие фотографии, мне действительно очень тяжело даже показывать их. Я быстренько покажу. Это мирные жители. Мирные жители. У меня даже руки дрожат. И расскажу, где сделаны эти фотографии и об этих событиях. Это произошло 9 ноября 2001 года. Я вернусь к комментариям сейчас, секунду. Это произошло 9 ноября 2001 года, когда российские военные обстреляли город Аргун из артиллерии и минометов. Вот. Под предлогом того, что за день до этого было покушение на Кадырова. Это 2001 год. Там никакого покушения не было, но российские военные обстреляли город Аргун. Убили много мирных жителей. Я вот даже фотографии показывал сейчас. Это не все фотографии. У меня даже есть списки людей, убитых и раненых в этот день. Вот. Но потом, я помню, я раньше когда-то говорил об этом, как один журналист, российский журналист, задает вопрос Кадырову. Правда, что российские военные со стороны российской военной базы произведен минометный обстрел и погибли мирные жители, спрашивает у Кадырова. Кадыров вскакивает со стула и говорит такое: ну и что, меня тоже тут каждый день подрывают. Просто вспомнил это. И как я раньше говорил, действительно, в этих селах от Хосюрта до Грозного, до Ханкалы, они проводили зачистки, вот такие показные убийства, обстрелы, вот, и как бы запугивая мирное население. Как бы получается так, чтобы зачищать этот путь для Кадырова. Ну, еще после, да, я вот эти фотографии тоже покажу. 11 декабря тот же Аргун, российские военные зачищают Аргун, забирают мирных жителей, потом убивают их. Фотографии.
то же самое с того же хард-диска. Вот. Это мирные жители, в основном пожилые люди. Вот. Над ними издевались. Мне даже сложно пересказывать это все, какими методами, какие были произведены пытки. Вот. Далвекал больше. Это было после тех событий, после обстрела. Убийство вот этих людей произошло 11 2001 года, да. Вот, я хотел коротко так рассказать об этих событиях, и потом я прочитаю ваши комментарии, может, вопросы. Так, Sunshine. У меня память хорошая. Валейкум салам. Я твой комментарий уже несколько раз читаю. Почему, каких целей, чего ты добиваешься? Дай-ка я поругаю тебя. Если у тебя какие-то есть вопросы, то иди по адресату. Мотор Кинг, доброй ночи. Я тоже рад с вами пообщаться. Сейчас я пойду чуть вверх. Алейкум ассалам. Байсангур, ты ненавидишь русских? Это вопрос ко мне, наверное, да? Как к ним относиться? Мне русских жалко. У меня нет никакой ненависти к какому-либо народу, будь это русские, кто-либо. И никогда не было. Но где-то у меня есть внутри, скрывать не буду, ихние сыновья убивали мой народ. Убивали их народ, мой народ. Вот только это. Да? Почему я говорю жалко, да? Потому что у них никогда не было такого руководства, правителей, которые беспокоились об этом народе. Никогда. Вот почему мне их жалко. Тогда Исаак Шмулевич, Анзор, у меня один вопрос. Кто и как поставил Хамбиева Магомеда министром обороны Ичкерии? Этот Хамбиев и тогда не... Так, а сейчас тем более. Я не буду про концовку говорить, это уже не мое дело. Он не был министром обороны, он был... можно сказать, командиром Национальной гвардии. Вот кем он был. Я даже видео выставлял на этом канале про него. И, конечно, я добавлю, что министр обороны или там даже начальник Национальной гвардии не имел права переходить на сторону врага. Не имел такого права. Когда даже обычные воины чеченского сопротивления делали все, чтобы не переходить на сторону врага.
Вот. Бились до конца. Вот. И даже когда кончались боеприпасы, вот я наслышан этими случаями, что бывали такие, которые выдергивали чеку из гранаты и взрывали возле головы. Подрывали себя. Ну, для чего? Чтобы тело убитого они не смогли распознать, чтобы потом враг не мучил их родственников, не убивал их родственников. Вот были и такие случаи. С случаем Хамбиева, ну, сегодняшнее его поведение, конечно, мне очень не нравится. Его высказывания и его позиция быть в единой России, в этой организации. И он стал на предательский путь. На предательский путь. Билли Нохчо, ты знал Ханкарова Хамзата? Да, Далдекал Уэли, пусть Аллах помилует его. Да, я знал Ханкарова Хамзата, знал. Он в 94-м, я помню. Вот, его помню. Адам Пол, валикум салам. Цахаттар дерса отгирив турпал кер вахармухилла. Как Адгириев Турпал попал к ним в руки, да, в руки врага. Ну, насколько я знаю, его подставили, и Адгириев Турпал пошел на какую-то встречу, где его близкий человек, как бы, ну, так-то и было, и подставил его. И таким образом он попал к нему в руки. Позже его убили в тюрьме. Убили. Абсолютно здоровый. Здоровье у него хорошее было. Человек умер. Бахабид. Но это же самоубийство, это грех. Здесь мне тяжело сказать, да, самоубийство это грех. Но есть такие моменты, где как-то, в какой ситуации это объясняется даже. Это объясняется. Анзор, расскажи про одноглазого чеченца, который стоял на целую дивизию. Что знаешь про него? Ты про кого? Про которого? Инстаграм, Ютубов. В религии это не самоубийство, Анзор. Ну, вот я и говорю, вот поэтому самоубийство это... У человека депрессия, у него проблемы, он не хочет жить, пошел там, спрыгнул с моста, утопился, да, вот это самоубийство, или повесился, самоубийство. Натик Байрамов, война в Карабахе, на чьей вы стороне?
Ну, такой вопрос. Вы что, не знаете, на чьей мы стороне? Мы на стороне правды. И мы благодарим Азербайджан и не забыли, как Азербайджан помог нашим беженцам. У нас всегда были хорошие отношения, и Карабах наш. Даже сами армяне говорят, что это оккупированная земля со стороны Армении. Так что какая у меня может быть позиция по этому поводу? Değerli Marshall. Шамсудин Анзор, есть видео факты преступления российской военщины в Мескер-Юрте в 2001 году. Так, у меня есть. Если ты про этот случай, например, я помню, у меня есть видео, где были зачистки в селе Мескер-Юрт, забрали мирных жителей, потом их подорвали на взрывчатках, на минах. И как люди, потом жители этого села собирают останки своих родственников, их потом отвезли в сельскую мечеть. Вот эти съемки у меня есть. Очень много таких зачисток происходило в Атагах, тоже есть видео. Мескер-Юрте, Цоцин-Юрт, Курчалой, особенно в этих населенных пунктах. Чечня свободна. Анзор, я от личного охранника слышал, что от Гириева предложили роль Кадырова-старшего. Он отказался, и после его похитили, убили в тюрьме. Я не верю, никак не верю, что ему от Гириеву Турпалу предложили такую роль. Потому что роль Кадырова-старшего уже была определена еще до начала войны. Это было разыграно, что, мол, Кадыров поехал в Москву, пожал ему Путину. Да нет, он руку пожал еще раньше, до этого. И ни Адгириев Турпал, ни Малик Сайдулаев, или Гантемиров, или Хазбулатов не мог бы быть вместо Кадырова старшего, да? Вот. Нет, там уже он был определен. Все, фамилия это была записана. От Гириеву Турпалу, возможно, были предложения какие-то другого рода, может быть. Там, быть командиром какого-то подразделения или чего-то другого, каких-то структур. Вот. И я верю, что он здесь мог отказаться, пойти против своего президента Масхадова. Вот такую версию я верю. Алейкум салам. Кадыров старший учился в Бухаре при СССР. Они все там были внештатные сотрудники. Да, действительно, он учился в Бухаре в 80-х годах. И даже у нас в 98-м году поднималась эта тема, где были давления на Кадырова, мол, ты работник КГБ, ты должен признать это, то, что было. И Кадыров действительно выступил и признал, что да, действительно, он учился в Бухаре, и в то время ему пришлось подписать документы, что он будет работать на КГБ. Такое было.
Чечня свободная. Это было до войны. Предложили ему, когда Гириев поехал с Масхадом, и там Путин предложил встречу с Гириевым. Но тот отказался, что встречи только позволение. Ну, в ту версию я абсолютно не верю. В ту версию я не верю. Белинович. Анзор, мне кажется, что Кадыров-старший пожал руку Путину еще в зародыше. Ну, как Масхадов, наш президент, говорил, Кадыров родился мунафиком. Вот. Таким сделал его Аллах. Алейкум салам, Эля Машалла. Значит, все-таки Википедии верить нельзя. А то я очень часто ее читал, и когда читаешь ее, и хочется верить, что там написано. Нет, абсолютно. Википедия, там сидят те люди, которые абсолютно вот, не знают ничего, таких фактов, сами этого не видели, тем более, а берут эти тексты как бы с других каких-то источников, непроверенных источников. Я когда захожу, например, в Википедию, вижу ее, то вижу много моментов, которые не совпадают вообще. И оттуда я информацию не черпаю никогда. Ассаламу алейкум. Анзор, каким был Гилаев Руслан Хамзат? Знал ли ты его? Что можешь сказать про него? Ну, я Гилаева Руслана Хамзата, Аллах Зуткобал Дольцин, да помилует его Аллах, знал еще давно, с 93-го года. Вот. И был в некоторых вот, военных, боевых моментах, когда мы были вместе. Это был действительно воин. У меня всегда было уважение к нему. Был мужественный. Я помню, я какое-то время провел в 96-м году, весной, летом, в Шатое у него на базе. Шатое. Очень хороший такой, простой человек был. Сейчас, секунду. Скотланд-Ярд, дай-ка я скажу, вот тебе я точно ответил. Маж ейх яцха. Уже есть повод не слушать, но что твой маж, твоя борода показывает твой иман? У тебя, вот ты можешь сказать, посмотреть, есть ли у меня борода или нет, что у меня есть иман или нет. Ты можешь этого сказать? Так что твое сообщение провокационное. Анзор, расскажи нам про Талхадова Ильяса. Он был личным охранником Масхадова. Валлахи, Талхадов Ильяс, ну, был действительно мужественный человек. Он был в президентской гвардии еще при Джахаре Дудаеве, да, Аллах Зуткобал Дольцин.
прошел первую войну, потом был рядом с нашим президентом, с Масхадовым, был начальником его охраны. И во время Второй войны, уже в начале войны, он погиб в результате бомбежки российских самолетов недалеко от Улускерта. Вот. Ну, мужественный человек был. Мужественный. Магомед Евлоев, валейкум салам. Брат, ты был у нас в Ингушетии? Да, я был много раз в Ингушетии, у Аушева. Много раз с отцом был, приезжали мы к вам. Я не хочу сказать в гости, мы приезжали как к себе домой, как к себе домой. Анзор, как рассматриваешь близость Ичкерии и Турции как союзника? Мы мусульмане, мы братья в первую очередь. И мы благодарим Турцию, турецкий народ, которые тоже оказали нам огромную помощь нашим людям. И хотим мы, не хотим, мы есть союзники Турции, братья. Конечно, я согласен, так оно и есть. Кардинал Аббас, валейкум салам, что думаете про войну в Азербайджане, кого поддерживаете и какое отношение у вас к Азербайджану? Брат, мы за правду, за мир. Мы очень хотим и хотели бы, чтобы Кавказ принадлежал нам, кавказцам, чтобы никто с нами вот так не заигрывал, не провоцировал, чтобы мы жили в мире и спокойствии. Но из-за того, что у России есть там интересы, вот появляются такие проблемы, войны, как Карабах, как другие проблемы у нас в Ичкерии, и, скажем, проблема Ингушетии, Осетии, вот то же самое. Здесь везде заигрывает Россия. Вот какая у нас позиция. Мы, братья, иншаллах, как я выше сказал, мы вместе, мы поддерживаем вас. На провокации, да? Извиняюсь. Василий Долготрев, лучше переговорами решать, чем войной. Конечно, да, мы, чеченцы, да и все мы, люди, мы знаем, что такое война. Буквально вот за эти 30 лет мы прошли через 2 войны. Мы знаем, что мы бы пошли на многое, чтобы у нас войны не было, чтобы у нас воцарил мир, чтобы была стабильность, чтобы были гарантии безопасности для нашего народа. Вот. И мы знаем, насколько важны и эти переговоры, и как решать эту проблему. Но с Россией сегодня договариваться очень сложно, потому что там люди невменяемые, неадекватные. Вот.
Алихан, ну ты правильно пишешь. Никогда за все войны на нашей земле ни один войнах... Так, Вадим, извини меня, но это уже перебор. Вот, еще раз. Никогда за все, Алихан, никогда за все войны на нашей земле ни один войнах не умер от голода. Да, у нас такого голода не было, мы умели выживать. Даже когда в других странах был голод, были такие трагедии, когда массово умирали, погибали люди. И как раньше царские там полководцы, военачальники сами говорили, что их даже чума не берет, чеченцев. Мы умели выживать. Умели. Так что если даже Россия закроет границу, поставит там, воздвигнет целую там китайскую стену, нам будет лучше. Нам будет лучше. Мы будем жить лучше. У нас будут гарантии своей безопасности. В тяжелое послевоенное время выпала честь Масхадову возглавить республику, израненную духовно и физически войной. Конечно, когда заканчивается война, это тяжело. Вставать вот на ноги, строить, это нестабильность. Но у нас еще была проблема в том, что Россия даже с момента окончания Первой войны начала по-новому, уже другими методами, более хитрыми, делить наш народ. Вот. Не жалели никаких денег, и они готовились к новой войне, то есть провоцировали, занимались провокациями, чтобы начать вторую войну и отомстить нам за позорный проигрыш в Первой войне. Вот почему было тяжело Масхадову и нам всем, чеченцам. И сегодняшние упреки, мол, про российских марионеток, мол, за 2 года там Ичкерия ничего не сделала. Конечно, не сделает. Потому что против нас пошло огромное государство с таким военным потенциалом, армией, спецслужбами. Вот. Нам было действительно сложно. И никакая другая страна не смогла бы вот так встать с колен, скажем так, если бы на ее территории вот так действовали бы спецслужбы. Халид Хангиев. Так, Анзор, чем закончился суд над Масхадовым, когда Басаев судился с ним? Ничем. Ничем. Просто мы и тогда и увидели, что у нас вот есть, как сегодня говорят, демократия, да, свобода слова. Мы могли судиться с президентом, например. Его-то вины там абсолютно не было, просто это сейчас так раздуто. И в то время, как я вот буквально сейчас сказал, что внутри республики были провокации. Ну, действительно, из-за этих провокаций были вот такие волнения. Так что, а вы подайте сегодня суд на российских марионеток, на этих халуев за то, что они пытают людей, пытают публично. Кто посмеет подать на них суд? Никто.
Шамиль Басаев террорист был, он, да, ну, это вопрос, наверное. Надо человека поймать, посадить в тюрьму, вот, а потом судить и доказать, террорист он или нет. Это в России, ну, например, тоже говорят, ну, я не буду говорить, террорист или нет, что на моего отца, на нашего президента тоже говорили, что он террорист, что он международный террорист, что он чуть ли там Усаму бен Ладена не поддерживает или кого-либо. Приписывали всякие там обвинения, что Масхадов якобы был замешан в, так в кавычках, походе на Дагестан, во взрывах домов в России. Ну, вообще абсолютно чушь вот так была распространена. Это просто Россия. Это Россия. Хафиз Бадалов, Анзор, не думаешь, что Алиев и Эрдоган способствуют победе Азербайджана и Турции, нейтрализуют Россию? Россия не та страна сегодня, которая может диктовать свои условия. Она сегодня не может помочь Армении или помочь в других конфликтах. Нет, это не Советский Союз. Сегодня уровень России вот из-за этих руководителей в Кремле сейчас где-то ниже там Германии и еще там может быть где-то ниже. Не тот уровень, не тот уровень. Так что Россия диктовать сегодня не может в мире свои условия. Юрий Мурахтаев, а что там доказывать с Басаевым? Он брал заложников в Буденновске. Конечно, террорист. Да, заложников брал, никто этого не отрицает. Но сегодня тот день, 21 октября, вот, именно в 1999 году российские войска обстреливают по приказу Путина, обстреливают город Грозный из ракет, из тактических ракет «Земля-Земля», убивают сотни людей. Вот. Если, да вы сами знаете, что вы видели, по-любому видели эти картинки, что в этот день произошло, можно в Гугле даже посмотреть. И для нас террорист Путин. Для нас террористы российские военные. И те, которые их поддерживают, то же самое. Мы больше будем обвинять их. И у нас больше прав обвинять их. Если бы Россия, Ельцин, потом Путин не начали бы войну, вы бы никогда не услышали про Буденновск, про другие события. Никогда. И ваши солдаты, офицеры тоже не гибли бы на нашей земле. Так что не надо винить нас, вините себя, свое руководство, своих генералов, вот, недальновидных. Вот. Тут интересная мысль, ну, это не ко мне, а к Юрию. Ты узнай, как Шамиля Басаева встречали в Чечне, когда он совершил рейд в Буденновск.
Ну, такая пышная встреча Шамиля Басаева была, потому что именно в результате этих действий была приостановлена война. Поэтому, а не то, что он там захватил больницу. Да кто там смеет вообще про это говорить, когда сами заложники погибали от пуль российского спецназа при штурме этой больницы. Не чеченцы их убивали, не чеченцы, а сам вот, российский спецназ. Я еще раз повторюсь, я всегда был, буду против каких-то методов там по захвату в заложники, вот этих акций. Саша Сашина, да, вот, ну, я тоже именно вот та же самая мысль за то, что он посредством этого захвата остановил войну. Нам было просто безразлично, чтобы нас не убивали. Вот. Мы хотели, чтобы у нас был мир. Почему нас никто не слышал? Мы призывали, наше руководство всегда призывало к миру. Нас никто не слышал. Мы один на один вышли с Россией, сопротивлялись этой России без какой-либо поддержки извне. Ни в чем. Никто нас не поддерживал. Мы воевали против России вот один на один. Так, я за Минкаила Мелизаева. Большинство чеченцев ненависть ко всем русским. Да почему ненависть? Я не думаю, что большинство чеченцев ненавидят русских. Для меня сегодня Россия – это вражеское государство. Это страна, которая убивала мой народ. И по сегодняшний день делает все, чтобы очернить народ наш, выставлять в каких-то провокациях, даже тут в Европе. И все, что здесь происходит, вот, и громкие вот такие провокации, я вижу там российский след. Это им выгодно, чтобы чеченец что-то здесь совершил в Европе или в другой стране. То ненависть может быть к руководству России, а народ-то жалко, действительно, вот просто жалко, по-человечески жалко российский народ, что их гнобят, и они ничего не говорят. Хамзат Гилай, валейкум салам, бяхмабилла сон. Извиняюсь. Алхамдулилlah, все хорошо, все по воле Аллаха. Не сдаем свои позиции и не сдадим их. Дмитрий Иванов. Вот, ну, честно скажу, я просто имя не хочу называть его. Да, я знал эту семью, всех знал, и знал всех остальных. И вопрос был, каким он был. Ну ладно, отвечу на этот вопрос. Ну, таким же. Еще не вырос. И ума не набрался.
Давид Голдберг, Андрюк, ты когда-нибудь пересекался с академиком в те времена? Ну, в то время он не был академиком, а был простым сельским парнем. Я говорю, я со всеми пересекался там в то время. Исаак Шмулевич, теракт во Франции подготовлен спецслужбами России и Франции, ты говоришь. Для меня это сегодня больная тема, потому что сложная тема, потому что вот это провокация. Провокация всех нас провоцировали, нас подставили. Вот. Эта акция нам была абсолютно не нужна. Не нужна. И ничего этой акции не добились. Сегодня, вот, ну, как я слышал, там идут разговоры, что 200 человек они скоро депортируют. Закрыли, кажется, мечети, организации мусульманские, да. И во всех средствах массовой информации говорят, вот чеченец убил, но там много вопросов сегодня. Там даже и не хочется верить, и сегодня, прочитав все это, твердо не могу сказать, что он убил, что он резал этого человека. Там много вопросов сегодня. И почему полиция, к примеру, не попыталась захватить этого парня молодого, а пристрелила просто. Почему? Ну, много вопросов. И всегда, когда что-то такое происходит, я думаю, а кому это выгодно? А потом уже понятно, кто может стоять за этим. Нам это абсолютно не выгодно. Девять пуль он получил. Ну, да, вот именно. Если бы там все было бы чисто, если бы все там было бы чисто, то попытались бы взять живым. Анзо Рено, да, я верю. Я даже верю в такую версию, тоже могу поверить. Халид Хангиев, ну да, там спорная такая ситуация, и вот уверенно просто говорю, что это просто провокация. Сегодня мы живем здесь, мы приехали в страны, где мы можем учиться, можем работать, семьи, родственники есть, помогать им. Мы должны это делать. Вот где ислам. Так эти провокаторы, эти мерзавцы ничего не сделают с религией. И какие бы там громкие оскорбления ни были бы, они ничего не добьются. Наша религия не принижена. Конечно, это мерзко, когда вот кто-то пытается что-то сказать против религии. Нельзя этого делать, конечно же, это вообще в голову не укладывается. Но нам надо держаться подальше от таких провокаций, подальше. Потому что тут есть такие силы, которые вот хотят выставить нас какими-то извергами, живодерами. Это те страны сегодня, вот европейские страны, где можно вот как-то жить свободно. И для нас это сегодня очень важно, потому что мы
прожили такой тяжелый период, как я вначале говорил, вот это бомбежки, ракетные удары, мы прошли все это вместе. И нам нужно вот собрать себя вот как народ, Надо учиться вставать на ноги. Так. Василий, сейчас пропагандистам тяжелее, доступ к информации есть у всех. Ну вот именно сегодня наше время, когда кто-то попытается нести там пропаганду, очернять нас, мы можем с легкостью, вот у нас есть способы такие, вот технологии, что мы можем говорить фактами, вот показывать факты, вот даже сейчас вот YouTube, вот здесь говорить, большие сегодня возможности. Это не 99-й год, когда Ичкерию блокировали в информационном плане, и что за вот даже месяца не прошло, мы проиграли информационную войну. Действительно, мы проиграли в то время информационную войну, а сейчас мы ее выиграли. Сейчас мы выиграли. И Хафиз Бадалов. Сейчас, секунду. Чеченскому юноше карикатура пророка глубоко большое оскорбление. Возможно, он убил своего учителя, безбожника. И юноша был прав, ты говоришь. Хафиз, тебе легко сейчас сидеть в интернете под, может быть, чужим именем, оправдывать или призывать кого-то. Вот как я говорил, никто не сможет, будь там какой-либо мерзавец, пойдет будет оскорблять религию, то он этим ничего не добьется, не добивается. На все воля Аллаха. Аллах рассудит и того провокатора, который занимается этими провокациями. Так что надо быть осторожным. И не надо вот так вот тоже писать, призывать кого-то к каким-то действиям. Так, фильмы и сериалы «Спектр» проиграли информационную войну не из-за блокады, а из-за полезных идиотов, которые совершали теракты над мирными русскими, да? Ты про что? Так, ЧГТРК. Начал и вырезки из ваших видео вставлять в свои ролики. Как вы относитесь к этому? Ой, я ЧГТРК не смотрю. Если, Дмитрий, у вас есть где ссылка, покажите. Если там смотрят, то это очень хорошо. Значит, доходит до адресата. Покажем еще. Так.
Сейчас скоро к завершению пойду. Макс Калинин: за ругань религии надо было по-другому его наказать, просто избить, но не так провокационно, чтобы потом мусульмане не мучились. Ну, ты прав, ну, я не призываю там кого-то избивать, ну, даже массово встать мусульманам там во Франции или в Европе, показать свое недовольство, тысячи людей поднять. Вот как надо было это делать, по закону. Надо все-таки уважать законы стран, где мы проживаем. Есть много методов, реальных, красивых методов, где мы можем выставить себя на высокой планке, быть выше этих провокаторов. А сейчас они издают уже книгу, где будут карикатуры. Ну и что? Сейчас эту книгу будут смотреть тысячи людей, тысячи людей. Так, и как я сейчас говорил, завершу. Валейкум салам. Пожалуйста, про Ахмада Авдарханова, как он погиб, кто виноват. Он был ранен, Аллах Азут побыл дальше, да помилует его Аллах. Потом, ну, то, что вы знаете, отравили. Алихан: да я сам не верю, что... Ну, даже у меня в голове есть такая мысль, что, возможно, не он убил его. Что-то не похоже. Голову отрезать. Да. И вернусь к началу. Вот я сейчас завершу. Я завершу. Ладно, отвечу. Манс, Анзор, закончим эту трансляцию с этим вопросом. Ичкери быть или не быть? Она будет, она есть. Пока мы живы, она будет, иншаллах. Кто бы там против не стоял, времена меняются. Вот. Придет скоро наше время, и к этому уже все идет. Иншаллах, все встанет на свое место, и Ичкерия возродится. Вот, и вначале вот я пока остановлюсь с вопросами и вернусь к началу этого эфира, где я затронул тему про проект, про новый проект. Я сейчас работаю над одним проектом. В основном это будет фотохроника, где будут показаны, к примеру, фотографии, где я буду разъяснять, говорить об этих событиях, где это произошло, когда это произошло, кто на фотографиях, кто это сделал. Вот. И я дал такое название этому проекту «Помним по именам». Если у вас есть какие-либо другие идеи или вообще идеи, то будет очень интересно. И я буду рад также послушать варианты ваших названий. Самое такое подходящее, и вот так и назову. Значит, вот такие дела. Ну, и еще у меня тоже здесь есть люди, с кем я работаю, которые
работает, тоже помогает в этом проекте с фотографиями, вот, событиями. И если у вас есть какие-то материалы, например, то буду рад сотрудничеству. И в описании своего видео я ставлю ссылки, к примеру, Patreon, кто поддержит, то тому и буду благодарен, и это поможет таким проектам. У меня еще есть проекты, и в следующих эфирах я обязательно, иншаллах, расскажу про эти другие проекты. Ну, сейчас я поблагодарю всех. Аллах рейс хульмасана. Скоро увидимся, иншаллах. Адикюэль. До свидания.